Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. 24 ноября правозащитнику Мансуру Менгелову, отбывающему длительный срок по ложному обвинению, исполняется 49 лет. За решеткой он провел уже 12, и за это время некогда здоровый человек стал инвалидом. У Менгелова туберкулез костей, который уже привел к полной дисфункции правой ноги. Заболевание распространяется дальше, в таз и позвоночник. Его левая нога сильно распухла. В настоящее время Мансур может передвигаться только с посторонней помощью или на костылях. Расскажем о Менгелове более подробно. Он является этническим белуджем. С молодых лет защищал права этого этнического меньшинства. Во время службы в армии Мансур вступился за новобранца Белуджа перед избивавшими его командирами и получил за это первую судимость. В 2012 году Мансур вместе с одним из братьев стал фигурантом дела о наркотиках. Его сильно избили, а затем, не найдя фактов его личной причастности к контрабанде наркотиков, поместили в центр реабилитации для наркозависимых. Целью было скрыть следы побоев, ведь наркотики он никогда не употреблял. Выйдя на свободу, Мансур начал писать жалобы в различные инстанции. На выходе из посольства США в Ашхабаде его вновь арестовали. В посольство он принес компакт-диски, на которых несколько белуджей давали показания о примененных к ним пытках. В итоге против Менгелова сфабриковали дело о контрабанде наркотиков, а также о вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия и о распространении порнографии. Приговор – 22 года лишения свободы. Первое время правозащитника содержали в политической тюрьме Авадан-ДП, знаменитой своими суровыми условиями. Затем он был переведен в колонию в Либабском вилаяте. В 2014 году Мансура хотели вернуть обратно в тюрьму, но он объявил сухую голодовку, прекратив ее спустя 19 дней в обмен на отмену перевода в тюрьму. В 2018 году Менгелов чуть не умер от туберкулеза, а позднее у него образовался осложненный туберкулезом остеомиелит на сломанной при задержании ноге. Последние годы Мансур Менгелов находится в тюремной больнице, и добиваться лечения ему приходится с боем. В сентябре нынешнего года стало известно, что Менгелову вновь угрожают перевести его в обычную колонию. Медики не в состоянии его вылечить, а значит, с их точки зрения, пребывание его в тюремной больнице бессмысленно. Однако, по их же мнению, в колонии Мансуру грозит смерть в течение нескольких месяцев. Статья 166 Уголовно-исполнительного кодекса Туркменистана позволяет освободить тяжело больного заключенного. Но почему-то этот механизм не применяется. Не попадает Менгелов и в число помилованных, хотя совсем недавно, на заседании Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, замглавы МИД Туркменистана Випа Хаджиев пообещал рассмотреть этот вопрос. Мы призываем власти Туркменистана отпустить, наконец, Менгелова на свободу. Он не только не совершал преступлений, в которых его обвиняли, но и потерял за решеткой свое здоровье. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.